Участие в публичных слушаниях приняли депутаты Совета городского округа, представители администрации, общественных организаций, руководители городских учреждений, средства массовой информации, горожане. Изначально на рассмотрение числились 4 вопроса, но из-за отзывов заявок на публичные слушания были вынесены только 2. По первому о проекте решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа выступил главный архитектор Сибая Мунир Рахимов, который довел до сведения присутствующих и новые требования закона. Если раньше градостроительный план не имел срока давности, то теперь время регламентировано и составляет 3 года. Любой земельный участок под любой вид разрешенной деятельности должен иметь градостроительный план. Градостроительный план земельного участка обозначает параметры застройки, нормы отступа, охранные зоны, которые попадают на этот участок, и перспективы застройки. Поэтому градостроительный план является основой для проектирования и для получения разрешения строительства. Вторые публичные слушания состоялись по вопросу реконструкции теплотрассы в микрорайоне Восточный. На данный момент теплотрасса проходит через территорию детского сада. По новым требованиям это запрещено. Данный вопрос изначально рассматривался на депутатской комиссии, после чего был вынесен на общественное обсуждение. Теплотрасса ТН-15, которая обеспечивает часть микрорайона Восточная, проходила по территории детского садика. Прокладка была надземная. Значит, в соответствии с пунктом 9.4 свода правил тепловые сети, в избежание несчастных случаев сейчас запрещается надземная прокладка по детским учебным учреждениям. Если она, значит, производится, она только производится в монолитном железобетонном канале. В связи с чем, значит, предлагаем вынести ее за пределы детского садика, пройти вдоль забора детского садика, значит, пройти по тротуару, тротуар полностью 100% мы установим и обновим, скажем так, благоустройство этого участка земельного. Публичные слушания были признаны состоявшимися, а решение принято опубликовать на информационном стенде администрации города, официальном сайте Совета городского округа и в газете «Сибайский рабочий». Лена Кириллова, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова для службы новостей.